Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Дамаске состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Арзанба с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Аль-Асад. Вопрос оплаты коммунальных услуг почти по всей республике стоит остро. Как обстоят дела в этой сфере в Галском районе, в материале наших коллег из Галмедиа. Совместная новогодняя акция двух благотворительных фондов «Ашана» и «Киара» стартовала в Сухуми на площадке станции ГУМА. В Дамаске состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Арзанба с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Аль-Асад. Инал Арзанба передал самые теплые пожелания от имени президента Аслана Бжаня. Стороны выразили поддержку специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира. Также отметили усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности глобальной экономики и политики. Башар Аль-Асад заявил о том, что приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Республики Абхазия странами арабского мира. Глава сирийского государства заявил о поддержке проектов по развитию двустороннего диалога в сфере культуры и спорта. Башар Аль-Асад отметил важность привлечения иностранных инвестиций для развития экономик Абхазии и Сирии. Инал Арзанба проинформировал президента Сирии об усилиях Аслана Бжаня по формированию благоприятного инвестиционного климата в стране, активной работе с инвесторами. Была отмечена актуальность совместной абхазо-сирийской работы с российскими и белорусскими инвесторами. Президент Сирийской Арабской Республики принял приглашение посетить Республику Абхазия в следующем году. В Сирии также состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Арзанба с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус. Стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений и международной повестки. В фокусе внимания активизация работы по подписанию отраслевых соглашений по сотрудничеству в таможенных делах, сельском хозяйстве, развитию торговых и гуманитарных связей. Особое внимание уделено развитию диалога в сфере молодежной политики и спорта. Консульство Республики Абхазия начнет работать в Сирии в ближайшее время. Абхазские специалисты и дипломаты смогут проходить курсы повышения квалификации в дипломатическом институте при МИД Сирии. Об этом, в частности, шла речь на встрече Инала Арзанба и главы МИД Сирии Фейсала Мигдада. Сирия также официально пригласила Абхазию к участию в крупном дамасском международной ярмарке, которая пройдет с августа по сентябрь следующего года. Кроме того, главы МИД обсудили роль Абхазии как посредника в налаживании инвестиционных контактов между Сирией и Россией с возможностью проведения встреч в трехстороннем формате. Глава МИД Абхазии Инал Арзанба также встретился в Дамаске с послом России в Сирии Александром Ефимовым. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможные сценарии ее развития с учетом эскалации палестино-израильского конфликта, а также военно-политическую обстановку в Сирии. Инал Арзанба встретился с представителями абхазо-абазинской и черкесской диаспор в Сирийской Арабской Республике. Министр иностранных дел проинформировал собравшихся по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также ключевым аспектам абхазо-сирийских двусторонних отношений. Подчеркнул роль абхазо-абазинской и черкесской диаспоры в Сирийской Арабской Республике в укреплении отношений между Абхазией и Сирией. Позднее Арзанба почтил память генерала Уалида Маршан и его супруги Джансет Казанба. Актуальным вопросам защиты прав ребенка посвящалась встреча уполномоченного по правам ребенка Махтины Джинджоли и спикера парламента Лаши Ашуба. Во встрече также участвовала юрист аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая. Одна из тем встречи была связана с реализацией законодательных инициатив в сфере защиты детства.
Территориальными подразделениями МВД Абхазии в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий с 8 по 12 декабря обнаружено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалюты. Далее оперативная съемка МВД. Территориальными подразделениями МВД Абхазии в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий с 8 по 12 декабря текущего года обнаружено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалюты. В подвале дома по улице Абазга в городе Гагра сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно со службой государственной безопасности и РУП Черноморэнерго обнаружено 4 майнинг-аппарата, принадлежащие Тарсман Надарию Заканбевичу. Аппараты по добыче криптовалюты изъяты и складированы в помещении районного отдела СКБ Абхазии. Также в городе Гагра сотрудники районного управления внутренних дел реализовали оперативную информацию, в результате чего при осмотре чердачного помещения дома по улице Лакоба совместно с сотрудниками службы госбезопасности Абхазии, отдела по борьбе с контрабандой Таможенного комитета республики и специалистами Черноморэнерго были обнаружены 7 аппаратов по добыче криптовалюты, помещенные в шумоизоляционные блоки. Оборудование изъято, проводятся мероприятия по установлению владельца вышеуказанных аппаратов. Майнинг-ферма на 8 аппаратов по добыче криптовалюты обнаружена сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району в селе Хипста. Аппараты, принадлежащие Чамагу Осману Баталовичу, демонтированы и изъяты. В селе Адзюбжа сотрудниками отдела внутренних дел по Ачимчирскому району совместно со службой государственной безопасности Госстандартом Абхазии обнаружили и изъяли 51 аппарат по добыче криптовалюты. Оборудование принадлежало Апшицба и Сидору Нукзаровичу. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошла презентация мультсериала «Лео и Тиг» на абхазском языке. Более 6 месяцев по заказу Госуправления по государственной языковой политике киностудия «Абхазфильм» занималась озвучкой мультфильма. На сегодняшний день представлено 11 серий по 11 минут. На презентацию мультсериала были приглашены школьники не только сухумских школ, но и со всех районов Абхазии. От работы жилищно-коммунального хозяйства зависят чистота и порядок на улицах городов и во дворах многоэтажных домов. Однако вопрос оплаты коммунальных услуг почти по всей республике стоит остро, несмотря на то, что тарифы минимальные. О том, как обстоят дела в этой сфере в Галском районе, в материале наших коллег из Галмедиа. Финансовые трудности бывают у каждого. Зачастую доходит до того, что некоторые люди не могут платить даже за свет и воду. И тем не менее 60% жильцов в Галском районе оплачивают коммунальные услуги исправно. Остальные не платят, ссылаясь на безработицу и отсутствие средств. ЖКХ сколько у вас берет за коммунальные услуги? А мусор часто убирают или вот он лежит месяцами? Вот на это тоже не обращали внимания? Ну, сейчас в последнее время вообще-то лучше стало. Спасибо нашему мэру города, благодарю его. За воду сколько вы платите в месяц? За вот вывоз мусора? 100 рублей. 100 рублей в месяц, да? За год. А, за год 100 рублей? Так мало? Вы в частном доме живете или в квартире? Сейчас нет воды. До большинства жильцов домов в центре Гала, к которым мы решили обратиться, нам просто не удалось достучаться. Но те, которые все-таки согласились ответить, называли разные суммы. Потому что кто-то имел в виду свет, хотя это не имеет отношения к ЖКХ. Другие говорили об оплате за воду и уборку бытовых отходов. С человека 300 рублей в год оплачивает человек ТБО, твердые бытовые отходы. За воду и за канализацию 180 рублей получается с человека в год. Вот такая сумма. Это уже установлено с 2015 года. 500 квартир у нас где-то, да, приблизительно по городе. Из них да, там какая-то часть, да, небольшая часть квартир приватизирована. С неприватизированных квартплату изымаем. Это 2 рубля стоит за квадратный метр. Как отмечает начальник жилищного отдела администрации Галского района Гела Кубардия, рейды по квартирам работники ЖКХ не проводят. Более того, такой практики у них никогда не было. Но разъяснительные беседы ведут и идут навстречу нуждам людей, чтобы не доводить дело до суда. Вот, если они не будут платить, то мы как бы не можем обслуживать их после, да, вот, по вывозу мусора, по воде. Так что вот такие беседы мы с ними проводим.
У нас много обращений за год, где-то 1000 бывает обращений по справкам, по документам и по всяким разным документам, как бы, да. Вообще наш отдел занимается обновлением старых ордеров, продлеваем договора найма жилого помещения, отрабатываем и решаем по возможности вот так вот все вопросы. Да, есть категории граждан, которые нуждаются в жилплощади, и они обращаются к нам, но, к сожалению, зачастую их просьбы не могут быть удовлетворены, так как на балансе у нас нет пустующих свободных квартир. В Галском районе всего около 24 многоквартирных домов. Большинство из них обслуживает ЖКХ. Должники есть почти в каждом доме, поэтому коммунальщикам приходится искать способы взыскать долги. Ведь в квартиры нужно непрерывно поставлять воду, а со двора вывозить мусор. Кроме того, поступающие платежи расходуются на нужды города и поддержание инфраструктуры. Скажите, пожалуйста, за коммунальные услуги в месяц сколько вы оплачиваете и насколько ЖКХ хорошо справляется со своими задачами? Как часто убирают мусор в домах? Оплата у нас, насколько я знаю, 100 рублей за человека. Даже это в год, по-моему, там не очень много, так что это можно даже оплатой не считать. Мусор у нас, в принципе, я не жалуюсь, практически всегда убирается. Суббота-воскресенье, может, не всегда получается все вовремя убрать, а так в остальные дни все нормально. Исходя из общей ситуации в районе, можно говорить о том, что ЖКХ делает все возможное для того, чтобы все было в порядке. Ситуация с долгами за жилищно-коммунальные услуги одинаково сложна и для неплательщиков, и для поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Найти цивилизованный выход из тупика помогает тесное сотрудничество ЖКХ с администрацией города и потребителями. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Пеблая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Паспортное управление МВД Абхазии приступило к персонализации бланков общегражданских паспортов и видов на жительство. Граждане, ожидающие к выдаче паспорт гражданина Республики Абхазии и виды на жительство, будут приглашаться в территориальные подразделения паспортного управления МВД для получения документов. 14 декабря с полуночи до 18 часов без воды останутся Новый район, массив Гумыста, Вием, рынок, Маяк, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города. Как сообщает Сухумский водоканал, отключение водоснабжения связано с ремонтными работами. Совместная новогодняя акция «Ашан» от двух благотворительных фондов «Ашана» и «Киараз» стартовала в Сухуми на площадке станции ГУМа. Каждый желающий сможет исполнить новогоднюю мечту ребенка подопечного фондов, забрав с елки журавлик оригами или же письмо с заветным детским желанием. Подробности акции в репортаже Рады Чичава. В праздничную предновогоднюю пору особенно хочется верить в чудо. В особенности детишкам подопечным двух фондов. Заветные желания и мечты этих детей могут показаться нам несколько приземленными или обыденными, но маленькое волшебство, исполнение новогоднего желания воистину невероятно ценно для каждого из них. Я хочу сказать, что это одна из самых любимых наших акций. И для меня очень важно, что, несмотря на то, что оба фонда прекрасно проводили предновогодние мероприятия несколько лет, и сотни и тысячи жителей Абхазии становились Дедами Морозами и Снегурочками, эта акция помогла объединить работу команд обоих фондов и объединить усилия всех Дед Морозов и Снегурочек Абхазии. Вот в прошлом году 250 журавликов с письмами разлетелись по всей стране. В этом году у нас увеличивается количество писем, то есть журавликов. Вот от фонда «Ашана» будет 70, с нашего фонда будет 300-350 писем детей. В прошлом году мы с большим удовольствием присоединились к инициативе общей фонда «Киараз», фонда «Ашана» и станции ГУМа. Нас поддержал Сухумский офис детского фонда ООН. И в этом году я бы хотела подчеркнуть, что если мы в прошлом году поделили письма наших подопечных, часть писем оставили в фонде, часть передали сюда на Ашанацлу, в этом году мы приняли решение все письма подопечных нашего фонда передать на ГУМу, на Ашанацле. Можете увидеть все 70 писем
просим наших подопечных. Дети, в принципе, вне зависимости от того, они являются тяжело больными или здоровыми, у них они все любят мультгероев, они занимаются творчеством. Некоторые из них попросили творческие наборы, часть из них попросила теплую одежду, обувь, спортивки, куртку. Письма очень разнообразные, но 10 самых таких писем, которые нас растрогали, мы отложили для того, чтобы в присутствии всех Снегурочек, Дедов Морозов исполнить их желание 26 числа. Каждый год жители Абхазии становятся Дедами Морозами и Снегурочками и дарят детям столь необходимое им праздничное волшебство. В этом году любой желающий может взять письма, написанные тяжело больными детьми и детьми из малообеспеченных семей Деду Морозу, ежедневно с 13 по 18 декабря с 11 утра до 5 часов вечера на платформе ГУМА. Все желания детей, они идут от души. На самом деле иногда это даже откровение, то есть это не просто просьба исполнить мечту, а дети, бывает, рассказывают о своей боли, о своей печали, о своих каких-то мечтах на будущее, да, рассказывают о себе, и это очень на самом деле приятно и значимо для своих детей. Они как будто бы у них есть какой-то образ человека, которому они все это рассказывают, и это приятно. Особенно приятно, когда они получают что-то в ответ. Представьте себе, что дети, которые написали письма, и они получили в ответ подарок, о котором они мечтали, какую внутреннюю силу исполнение этого желания дает ребенку вот неимоверную внутреннюю силу. То есть ребенок понимает, что правда, все мечты могут сбываться, что нет ничего невозможного. Даже за месяц уже начали спрашивать нас о том, где можно забрать письма, как можно исполнить желание. Вот с сегодняшнего дня по 18 число с 11 по 17 часов здесь будут волонтеры фонда Ашана и фонда Кераз. Можно будет забирать письма, а подарочки заносить в офисы фондов Кераз и Ашана. Как отличить письма и журавлики? В принципе, мы не разделяем подопечных, но с буквой А журавлики это письма соответствуют письмам подопечных фонда Ашана, с буквой К соответствуют письмам подопечных фонда Кераз. Как рассказала Мактина Джинджоля, в этом году количество писем от подопечных фонда Ашана снизилось. На праздничной елке их 70. Наши сотрудники, когда стали обзванивать вот буквально месяц назад и спрашивать у детей, какие бы подарки они хотели получить от Деда Мороза и Снегурочки, многие стали отказываться, произнеся такие слова, что самый главный подарок, который они ждали, это здоровье, они уже получили, и что пусть подарки получат от Деда Мороза и Снегурочек те дети, которые в этом особенно нуждаются, которые еще в ожидании волшебства. Нет, пожалуй, ничего важнее возможности подарить кому-то частичку не только праздника, но и самого настоящего человеческого добра. Сотворить маленькое чудо для самых юных жителей нашей страны, ожидающих волшебства на Новый год, это неоценимо важно. Чтобы стать Дедом Морозом или Снегурочкой, нужно забрать письмо на платформе ГУМА, а подарки отвезти в офисы фондов Ашана и Кераз. В преддверии праздника 26 декабря на станции ГУМА будут исполнены 20 самых ярких, необычных и трогательных желаний детей. Давайте творить чудеса вместе. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваба усилен контроль по охране хвойных насаждений в целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от самовольной рубки в период проведения новогодних праздников. Государственному управлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, парках, скверах
отходах и их незаконной реализации. Нарушителям будут применяться предусмотренные законодательством Абхазии меры. Государственный таможенный комитет обязан не реже 1 раза в 3 календарных дня представлять в МВД сведения об объемах ввезенных в республику елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары. В завершении выпуска расскажем По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 14 декабря, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.